Многовекторная интеграция – выбор Казахстана. Ее тенденции, коллизии, перспективы в программе «Рынок без границ». Сегодня в программе персидские мотивы торгово-экономического сотрудничества, цифровые перспективы развития малого и среднего бизнеса. Почувствуйте вкус Армении. Здравствуйте, с вами Павел Коктыш, и вы смотрите программу «Single Market». Иран и Казахстан. В партнерстве этих стран много точек пересечения. Оба государства находятся в Азии. Иран в западной части, Казахстан в центральной. И каждая из них играет в своем регионе стратегическую роль. Иран граничит с 7 странами, а Казахстан с 5. Поэтому через них проходят транснациональные коридоры. Какие реалии и перспективы существуют для партнерства этих государств, выяснял наш корреспондент. После выхода Ирана из экономической и политической блокады у Исламской Республики открылось второе дыхание. Сегодня страна успешно восстанавливает свою экономику. И во многом это происходит благодаря богатым запасам углеводородов, производство которых отличается довольно низкой себестоимостью. Иран занимает первое место в мире по запасам газа и четвертое по добыче нефти. Кстати, в годы санкций Казахстан оставался среди ключевых партнеров Ирана. Например, компания Евразия Голд инвестировала около $70 миллионов в одно из горнорудных месторождений. В тот период это была самая крупная сделка. Торгово-экономические отношения между странами в период санкций тоже сохранились. И после снятия блокады продолжали развиваться. В списке импорта-экспорта товаров приоритетное место занимает сельскохозяйственная продукция и металлопрокат. В 2016 году объем товарооборота двух стран составил $600 миллионов. Однако в 2017 году уже по итогам первого квартала произошел спад экспорта по ключевым товарам, в том числе по металлопрокату. Основная причина – переориентация казахстанских производителей на российский рынок сбыта. Сработал простой рыночный принцип – продавать там, где выгоднее. А сегодня как раз выгоднее осуществлять поставки в рамках Евразийского экономического союза. Но тем не менее рынок Ирана остается в поле экспортных интересов Казахстана. При этом в стратегию внешних поставок внесены некоторые коррективы. Цель расширить эти поставки, соответственно, и номенклатуру расширить, и увеличить объемы поставок. Тем более условия благоприятно сейчас складываются в плане логистической составляющей. В потенциальный список экспорта внесены такие товары, как масличные культуры, мясо, замороженные мясные полуфабрикаты, стройматериалы, электротрансформаторы и автомобильные аккумуляторы. Например, в этом плане хорошие позиции у казахстанской компании Кайнара КБ, крупнейшего производителя аккумуляторов в Центральной Азии. Предприятие выпускает в год около 2 миллионов единиц профильной продукции. Автомобильный рынок Ирана сегодня день составляет более 12 миллионов. Из них местные производители закрывают только 7. И 5 миллионов, получается, у них сейчас не освоено рынка. Закрывается пока близлежащим регионам, таким как Пакистан, индийскими аккумуляторами. На новый уровень торгового сотрудничества с Ираном готова выйти группа казахстанских компаний «Алина». У нее уже есть опыт импорта из Ирана белого цемента, который используется для производства сухих строительных смесей. Сегодня Иран активно развивает свой строительный сектор, поэтому у казахстанского производителя появилась возможность выступить здесь уже в новой роли, в роли экспортера. Здесь население 80 миллионов человек, и по информации, которую нам удалось найти предварительно, здесь очень сильно не развит этот рынок. В свою очередь, Иран заинтересован в реализации своих проектов на территории Казахстана. В рамках долгосрочной программы по инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству уже обозначены новые направления, в том числе и по обмену технологиями. We established a center for cooperation in the field of Мы создали Центр сотрудничества в области новых технологий. Он предусматривает совместную работу по более чем 30 проектам. Часть из них уже на стадии реализации. Остальные проекты, мы надеемся, будут тоже осуществлены. Now are implemented, and we do hope in the future.
Дополнительное окно для развития связей между странами создает и процесс оптимизации логистики. Сегодня достаточно интенсивно используется железная дорога Жанаозен-Кызылкая-Берекет-Трек-Горган, которая несколько лет назад была построена в рамках сотрудничества Казахстана, Туркменистана и Ирана. Новые возможности логистики позволяют обеим странам играть роль транзитных коридоров. Мы можем быть не только стратегическим партнером для Казахстана, но и стать для него экспортным окном в Ирак, Пакистан, Афганистан, Оман, Турцию и другие страны. В свою очередь, Казахстан служит транспортным мостом между Ираном и Китаем. В конце января 2017 года из китайского города Иу в направлении Ирана впервые стартовал грузовой поезд. В Казахстане он осуществил переход на новую магистраль Жанаозен-Горган и за 14 дней прибыл в пункт назначения – иранскую станцию Сарахс. Это намного быстрее, чем морским путем. Поэтому Китай планирует активно использовать железнодорожный транзит через Казахстан в сторону Персидского залива. Большие надежды Казахстан связывает со строительством своих грузовых терминалов на иранской территории, в порту Бандар-Аббас и на железнодорожной станции Инчи-Бурун. С помощью этих проектов наша республика сможет расширить свое присутствие на рынках не только стран Персидского залива, но и Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Олег Болдырев, Ниджат Юсупов специально для программы Single Market. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта крылатая фраза появилась после того, как именно осведомленность о поражении Наполеона под Ватерлоо помогла лондонскому банкиру Натану Ротшильду за один день заработать целое состояние. За 2 века смысл этих слов не утратил своей актуальности, хотя способы получения и управления информацией шагнул далеко вперед. Как цифровые технологии могут помочь малому и среднему бизнесу Казахстана, узнавала Наталья Романенко. Чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно совершенствовать процесс организации своего дела. И один из путей для достижения этой цели – использование информационных технологий в сервисном обслуживании. Такой подход сегодня берут на вооружение профильные структуры Казахстана, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. В первую очередь очень важна скорость для предпринимателей. Так что мы будем нацелены на скорость, на легкость предоставления услуг, и в том числе на прозрачность. Я думаю, это основной посыл. В 2016 году Фонд развития предпринимательства ДАМУ внедрил в своей работе онлайн-режим по предоставлению банковских гарантий. Благодаря этому новшеству представители МСБ получили возможность быстрее получить кредиты. С 2018 года фонд планирует все свои услуги перевести на электронный формат. Которые в будущем дадут определенный рост нашим предпринимателям. Это очень сильно снизит затраты как для предпринимателей, так и внутри фонда. Онлайн-платформы сегодня помогают казахстанскому малому и среднему бизнесу не только при получении финансовой и консалтинговой поддержки, но и при поиске рынков сбыта. Окном новых возможностей для развития торгово-экономических связей и расширения экспорта стала международная торговая онлайн-площадка «Зудаль». Она объединяет бизнес-сообщества стран, которые входят в экономический пояс шелкового пути. Как известно, этот путь проходит через Казахстан, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак и Турцию. На эти рынки трудно выйти без предварительной подготовки, и мы готовы в этом помочь. «Зудаль» предоставляет широкий спектр услуг – обучение, поиск клиентов, выкладка товаров, перевод, верификация клиентов, оплаты и доставки. В результате меньше чем за год работы, благодаря платформе, иранские компании заключили 2000 экспортных контрактов. У иранских производителей был большой потенциал, но экспорт преимущественно приходился на сырьевой сектор, а субъекты среднего и малого предпринимательства не знали, как наладить поставки за рубеж. У них не было фотографий, описаний. Мы сделали эту работу за них. Мы их рекламировали в Гугле. Сейчас, если вы наберете в Гугле «Иран фисташки» или «Иран шафран», в Гугле они номер 1. Мы помогли им найти клиентов, помогли с логистикой и с рекламой.
Торговая площадка работает на 6 языках – персидском, арабском, турецком, английском, русском и китайском. Поэтому клиенты могут найти всю необходимую для выхода на экспорт информацию, включая нормативно-правовые положения всех стран-участниц ЗУДЛь, которые зачастую доступны в сети только на языке самой страны. Самое сложное – это разные законы, которые действуют в разных регионах. И людям необходимо знать, как они работают. Например, в области сертификатов. Казахстан уже сотрудничает с этой платформой и рассматривает возможность участия и в других международных онлайн-бизнес-порталах. Например, в проекте организации поддержки предпринимателей BPI France, который представили этим летом на Астанинском экономическом форуме. Уже 9 лет во Франции работает онлайн-платформа Evraquity, где происходят знакомства бизнес-партнеров из Европы и Африки. У Evraquity две цели. Первая – связать владельцев проектов и инвесторов. И вторая – создать сообщество, которое объединяет бизнесменов друг с другом. На сегодняшний день в этой социальной сети для бизнесменов зарегистрировано 5538 компаний, 6637 инвесторов и 2675 организаций поддержки малого и среднего бизнеса. В Казахстане рассматривают возможность внедрения аналогичной предпринимательской платформы, и прорабатывать ее будут совместно с BPI France. Подписывается меморандум с целью укрепления взаимного сотрудничества между компаниями Республики Казахстан и Французской Республики, действующими на равных и взаимовыгодных условиях. Другое преимущество информационных технологий, которые применяются в сфере малого и среднего бизнеса – снижение бюрократических преград. В этом плане полезен опыт Турции, где эффективно работает единая система регистрации предпринимателей, работающих в сфере АПК. Здесь действует единая база, куда заносятся все необходимые данные о фермерах: площадь земельного участка, характеристика почвы, вид деятельности аграриев и финансовые показатели. И всю эту информацию можно получить по индивидуальному номеру предпринимателя. Нам не нужна больше никакая информация от фермера. Клиент просто приходит в наш филиал и называет идентификационный номер. В результате решение о выдаче кредита принимается буквально в считанные минуты, и финансирование фермер может получить в течение недели. В Казахстане практически все сведения, которые запрашивают банки, существуют в базе данных Национальной палаты предпринимателей Атамекен. Вопрос заключается в оптимизации бизнес-процессов финансовых структур и в эффективном использовании этой информации. Как показывает опыт зарубежных стран, чем больше в сфере МСБ используются информационные технологии, тем быстрее и прозрачнее ведется работа с получением разрешительных документов, кредитных ресурсов. И в конечном счете от этого выигрывает и государство, и предприниматели. Сегодня мировой туризм не ограничивает себя экскурсионным отдыхом. Эта сфера старается расширить не только свою географию, рыночные возможности, но и спектр предлагаемых услуг. И здесь странам Евразийского экономического союза, в том числе Казахстану, нужно учиться друг у друга. Как из одного события можно сделать хорошую презентацию для привлечения туристов. Наш специальный корреспондент Лаура Зубекова готова растопить холод сезона теплым воспоминанием о первом гастрономическом фестивале «Ереван Food Fest». Вкусно встретить гостя. Гастрономический туризм – это направление у нас новое, но уже мегапопулярное. Турпакет включает в себя изысканные блюда, множество специй, непременно комплимент от шефа и правильную сервировку. Впрочем, вся соль в смысле и порядке. Огромный потенциал евразийского гастрономического туризма на собственном примере осенью 2017-го продемонстрировала Армения. Она провела первый на территории ЕАЭС гастрономический фестиваль, на котором гости в полной мере могли оценить не только вкусы и ароматы армянской кухни, но и ощутить связь времен.
В эти разноцветные сосуды больше века назад разливали тот самый благородный напиток, производство которого для Авага Арутюняна – дело всей жизни. Впрочем, как и его предков, которые когда-то давно разбили свои виноградники на склонах армянских гор. Территория, где 10 тысяч лет непрерывно, перманентно делали вино, выращивали виноград. Где рождался этноцентрическая философия жизни. То есть виноградная лоза как древо жизни, вино как смысл жизни. В Армении виноградники находятся, начиная от 400 метров над уровнем моря, кончая 2000 метров. Здесь разнообразие аборигенных сортов до 500. 6 миллионов литров. Масштабы производства напитка, который в древности называли даром богов, в стране растут из года в год, как и доля экспорта в Россию, США, Китай, ряд европейских стран. В Армении умеют удивлять гостей. Например, прямо на ваших глазах приготовят царский напиток, сопровождая этот процесс притчей. Властно богам и королям. Поэтому обычным смертным нельзя пить этот напиток, потому что они не могут противостоять этому напитку. Вот так. Да, мы налили сюда. Но это только пролог, потому что если вам не удалось попробовать аутентичной кухни, значит, вы еще не в Армении. Ну, вообще-то, есть Шеф-повар ресторана, вобравшего в себя исконные традиции армянской деревни Арам Багдасарян, рассказывает о блюде, которое пользуется среди туристов наибольшим спросом. Я беру баклажаны, помидоры, очищаю их. С этого начинается весь процесс. Потом будет мясо и томление блюда в духовом шкафу. Впрочем, привлекает не только натуральный вкус продуктов, но и название. Гарни-ярах в переводе означает «волчья пасть». Как бы образное название блюда, которое представляет из себя волчью пасть с кусочком мяса внутри. Хранитель традиции уникального в Ереване ресторана Кристина Назарян утверждает, все рецепты блюд старинные и в буквальном смысле восстановлены, собраны по крупицам в армянских селах. Поэтому, если туристы из стран ЕАЭС хотят понять душу и характер Армении, лучше это сделать за столом. Пытались воссоздать тот интерьер, который вы встретите в любом деревенском доме. Я думаю, что и в Казахстане таких ресторанов много, которые уже показывают национальную кухню и гостям. Удивляют в Армении и десертом. Древнее блюдо пахлаву впервые начали готовить в 8 веке до нашей эры ассирийцы. Потом этот десерт стали выпекать греки. Чуть позже рецепт пахлавы достиг Армении. Долгое время это блюдо могли позволить себе только очень зажиточные люди. К счастью, теперь и мы с вами. Анна Багдасарян готовит пахлаву по рецепту своей прабабушки. Почитателей ее кулинарного мастерства немало, и они увозят с собой сладкие угощения, как лучший презент с армянским колоритом. Вот здесь густо, нет? Сюда. Как не запутаться в таком изобилии? Попробовать можно все и сразу на фестивале ресторанной еды, который проходит в Армении ежегодно. Уникальная площадка собирает все вкусное и исключительно армянское. Для почитателей гастрономического туризма это рай. Многие были поражены вкусом, и они говорили, что в Армении очень большой потенциал на гастрономическом рынке мира. Очень большая глобальная цель – превратить фестиваль и превратить Ереван в профессиональную площадку, на которой могут собираться специалисты. То есть это должна быть площадка для профессионального общения, для завязывания новых деловых связей, для новых каких-то проектов, которые могут быть в гастрономическом туризме. Вот такое оно, начало развития гастрономического туризма в ЕАЭС. Армения приглашает к более тесному общению. Через кухню туристы смогут почувствовать не только тепло солнца Армении, но и тепло рук мастеров, которые с любовью готовят национальные блюда. Кстати, по результатам международного рейтинга National Geographic
Traveler, в 2017 году Армения вошла в топ-5 стран, которые лидируют по гастрономическому и аграрному туризму. Она заняла почетное 4-е место. Лаура Жусупбекова, Аванесса Копян специально для программы Single Market из Армении. На сегодня это все. С вами был Павел Коктышев. Напоминаю, все выпуски нашей программы вы можете смотреть на сайте kazakhtv.kz. До встречи в программе Single Market.